Судья не может принять другое решение. Вот. И, соответственно, вся эта несколько тысяч дел, они будут просто прекращены. Я очень огорчена. Я до сих пор не могу в это поверить, что в нашей стране оправдывают насилие и приравнивают это к курению в общественном месте. Мы потратили июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. 5 месяцев на то, чтобы его хотя бы государство оштрафовало, а теперь государство говорит: извините, дело прекращено, можете еще месяцев 5-10 в гражданском порядке взыскивать компенсацию. Он ее ударил, он нанес ей легкий вред здоровью, повлекший. И столько месяцев сражались за то, чтобы его привлечь к ответственности. И вчера в городской суд, он не может выйти за рамки закона, который уже принят и он действует. А там прямо написано: прекратить в связи с декриминализацией. Типа до уголовного не дотягивает, и мы не можем квалифицировать как уголовное, но это уже и не правонарушение. В суде там висят графики с расписания судебных заседаний, и там прям каждые полчаса процесс сейчас. Я в понедельник смотрю, думаю, как судья справляется, у него 10 процессов в день. И тут же я вижу скандал, когда потерпевшие там плачут, и еще потерпевшая, потому что она уже услышала о прекращении, ей обидно, она начинает ругать обвиняемую сторону. И еще же выходит из кабинета, говорит: вы в суде находитесь, что вы себе позволяете? На эмоциональное состояние потерпевших сейчас никто не смотрит. Это просто толкает на то, чтобы женщины продолжали молчать, что никто тебя не поддержит. Тут даже закон меняется в сторону насильника. Закон работает в сторону насильника. Закон не улучшается, а ухудшается. Жизнь женщин в стране становится более и более небезопасной. Представляете, есть, к примеру, материалы, когда привлекали к ответственности неплательщика алиментов. Это достаточно сложно, чтобы женщина собрала все эти документы, обратилась, чтобы все-таки это дело зарегистрировали, довели его до суда, и теперь этот неплательщик алиментов или тот, кто не исполняет решение суда, он говорит: да, все, а дело прекращается. И ей придется заново. Понимаете, ей придется сейчас заново подавать исполнительный лист, заново брать справки о задолженности, теперь уже в уголовном порядке, но вся работа, которая проделана, просто уходит в никуда. Пожелать всем тем, кто борется, продолжайте бороться, потому что у нас надежда есть. Мы сможем.